Эфир телеканала продолжаем выпуском новостей и коротко о главном к этому часу. В МЧС России предупредили о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка. Если работа незаметна, значит все сделано хорошо. Энергетики Ленского УМТС показали нашим коллегам один день из своей профессии. Якутяне завоевали 9 наград чемпионата Дальнего Востока по панкратиону в Чите. На территории республики за прошедшие сутки зафиксировали 41 новый случай коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, 27 из них выявили в Якутске. Говоря о районах, в Ленском и Мирнинском по 3, в Нерюнгринском 2, единичные случаи в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Аймиконском, Тампонском, Хангаласском и Чурапчинском районах. За сутки лаборатории региона провели почти 2000 исследований. Надо отметить, что сегодня мы продолжаем вакцинальную кампанию. В республике сегодня имеется 56 142 дозы вакцин. Вчера буквально получен очередной транш 1600 вакцин. И всего первый этап вакцинации прошли 49 817 человек, в том числе за последние сутки свыше 1500. Закончили вакцинацию в полном объеме 25 221 человек. За сутки это 111 человек. И надо отметить, что порядка 70% от полностью вакцинированных пациентов уже имеют определенный уровень антител. Внесение изменений в бюджет городского округа обсудили на 26-й сессии Гордумы Якутска. Депутаты отметили, что уже планируется распределение бюджета по подготовке участков для строительства моста. Также один из важных пунктов – реконструкция аэропорта столицы. Помимо прочего, обсуждались вопросы компенсации предпринимателям на сумму 3 миллиона рублей, компенсация недополученной прибыли автобусникам и перевозка учащихся детей-льготников. Расходы наши увеличиваются, но надо отметить, что республика, то есть правительство Республики Саха-Якутия, глава республики, здесь четко намечен план по восстановлению данных сумм, поэтому те затраты, которые сегодня мы согласовывали, они будут в основной части компенсированы как раз из бюджета Республики Саха-Якутия. В МЧС России предупредили о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка. Все дело в высоте снежного покрова и высоком содержании воды на большей части территории страны. Из-за аномальных морозов этой зимой на Дальнем Востоке реки замерзли на пике своей водности, что привело к значительному увеличению толщины льда. Негативно повлияют и повышенные снегозапасы на сопредельных территориях Китая, предупредили в антикризисном центре ведомства. В толщине льда у нас есть некоторые превышения, конечно, варьируют от 10 до 40 сантиметров. Это на реке Лена, значит, у нас в нижнем течении, в верхнем течении. И здесь еще есть превышение на реке Колыма у города Среднеколымск. Да, еще есть превышение в Амге аж на 17 сантиметров. В России усилят ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах, которые отнесены к категориям высокого риска. Правительственные поправки в Кодекс об административных правонарушениях рассмотрят на заседании Совета Федерации сегодня, 3 марта. В Кабмине отмечают, что сейчас в КоАП не предусмотрено приостановление деятельности за подобные нарушения. Если же документ примут, то штраф для граждан составит до 4000 рублей, для должностных лиц до 20, ИП до 40, а юрлиц до 400 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 30 суток. Бойцы невидимого фронта, так себя называют сотрудники службы энергетики Ленского отделения УМТС. Их работа для всего коллектива часто остается незаметной, но ремонтники, сантехники и газоэлектросварщики не расстраиваются. Значит, свою работу выполняют хорошо. Олеся Васева встретилась с представителем ремонтного звена. За столом с инструментами слесарь Ильшат Богданов. Сегодня в работе заглушка для системы отопления. Узел нужно полностью перебрать. Перепрессовываем, смотрим, сальники подбиваем, прокладки вырезаем, чтобы летом можно было просто прибежать в склад, забрать и поставить, чтобы времени меньше уходило. Так как территория большая, объектов много, стараемся все быстро делать.
Такую заглушку специалист с 25-летним стажем перебирает почти с закрытыми глазами. Сколько таких отремонтировал только за 20 лет в УМТС. Зимой у слесаря-ремонтника работы меньше, чем в другие сезоны. Все системы теплоснабжения запущены с осени и работают. Самое время готовиться к летним ремонтам. Вот тогда каждый день на счету. Нашу работу так-то, в принципе, и не видно. Вы же домой приходите, там у вас светло, тепло. Вы же не задумываетесь об этом. А мы пришли, следим за это, чтобы у вас было тепло и светло. Ну, так как у нас предприятие, мы смотрим, чтобы на предприятии было светло и тепло. Таких, как Ильшат Богданов, в службе главного энергетика УМТС 7 человек. Следят не только за теплоснабжением, но и за энергообеспечением всего большого предприятия. Территория только центральной базы 30 гектар. В обслуживании по всему Ленскому отделению УМТС 7 километров теплосетей и в 2 раза больше электрических кабелей в складах и офисах. С таким объемом рабочие справляются. Межотопительный период они занимаются ремонтом. Это ремонт задвижек, теплосетей, электрокотлов, которые мы обслуживаем. В отопительный период в основном у нас идет контроль за работой. Лучше, как говорится, предупредить, чем потом устранять сложные аварийные ситуации. Слесарь Ильшат Богданов называет себя и своих коллег бойцами невидимого фронта. В этом мнении служба едина. Лучше пусть не вспоминают. Если о ремонтнике говорят, значит что-то идет не так. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Якутяне завоевали 9 наград чемпионата Дальнего Востока по панкратиону в Чите. Об этом сообщается на «Спорт Якутии». Сборную региона представили 12 спортсменов, и 9 из них удостоились наград. Это 3 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей, говорится в сообщении. В командном зачете Якутия заняла 2-е место. В соревнованиях приняли участие более 180 бойцов из 4 регионов Дальнего Востока. Юноши из Чурапчинского района стали победителями первенства Якутии по стрельбе из лука. Соревнования проходили в спорткомплексе «Дахсун» в Якутске. По олимпийскому виду спорта классический лук выставили команды Якутск, Хангаласский, Горный, Мегино-Кангаласский и Чурапчинский районы. В финальном соревновании воспитанники Чурапчинской средней школы-интерната одержали победу со счетом 6-2, оставив позади спортсменов из Горного района. 3-е место заняла Хангаласская команда. Всего в первенстве участвовали ребята из 10 районов. А в следующем сюжете расскажем о ребятах, которые показали отличные результаты на республиканском первенстве по легкой атлетике, которое проходило в конце февраля. Нерюнгринцы привезли с собой 12 медалей. Со спортсменами встретилась Ирина Кичигина. Это первый выезд нерюнгринских спортсменов-легкоатлетов на соревнования после почти годового перерыва. В период жестких ограничений пришлось тренироваться удаленно, поэтому были опасения потерять форму. Тренер Сергей Докторов рассказал, как этого удалось избежать и в чем секрет тренировок, позволяющих сохранить такую форму. В прошлом году легкоатлеты закрыли сезон, и в этом году сезон открыли. Было сложно, трудно. Дети дома занимались. Потом, когда летом вышли на улицу, было более-менее хорошо. Но потом, когда горняк открылся 24 ноября, мы усиленно, вдвойне начали тренироваться и готовиться к первенству республики. Ребята всегда составляли серьезную конкуренцию своей возрастной категории. И в этот раз опять превзошли соперников, заняв на первенстве республики 2 первых, 4 вторых и 6 третьих мест. Но все-таки для юных спортсменов соревнования прошли сложнее, чем те, которые были раньше. Все боялись за форму, боялись за результаты, за время, но после всего этого страха добились своей цели и приехали домой с хорошим результатом. А скажите, довольны ли вы результатом, который все-таки вы сегодня нам показываете? Конечно, довольны. После такого перерыва заняли почти все места. Теперь мы можем быть уверены, что несмотря на любые обстоятельства, благодаря профессионализму тренера и упорству наших спортсменов, количество медалей и призовых мест будет только приумножаться. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.